Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационный выпуск Амши-Кушара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в программе. Аслан Бжаня подписал распоряжение о создании республиканского штаба по преодолению последствий подтоплений. МЧС Абхазии советует гражданам и гостям республики воздержаться от прогулок в прибрежной зоне и поездок в горы. Дорога на озеро Рица и в урочище Ауатхара расчищена. И с утра 11 июля здесь появились туристы. Президент Аслан Бжаня провел оперативное совещание по вопросу ликвидации последствий подтоплений в районах республики. Вечером 10 июля Аслан Бжаня подписал распоряжение о создании республиканского штаба по преодолению последствий стихийного бедствия. Руководителем штаба назначен премьер-министр Александр Анкваб. Добрый день, уважаемые коллеги. Республика столкнулась с невиданным по масштабам стихийным бедствием. В зоне бедствия оказались Гагарский район, часть Кудаутского района, Чимчирского района. Вчера стихия обрушилась на нашу столицу. Вы знаете, что серьезно пострадали объекты жизнеобеспечения, частное домохозяйство, курортная инфраструктура. К сожалению, мы сейчас даже приблизительно не знаем, каков уровень нанесенного материального ущерба. Стихия нарушила коммуникации, разрушены участки автомобильных дорог, прекращено железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Но в этой ситуации первична жизнь и здоровье граждан. Вчера мы посетили некоторые районы, пострадавшие от стихии, выслушали людей, непосредственно переживающих на себе последствия произошедшего. Вчера ночью я принял решение о создании республиканского штаба по преодолению последствий стихийного бедствия. Руководителем штаба назначен премьер-министр Александр Анкваб. С этого момента все государственные службы, задействованные в ликвидации последствий стихийного бедствия, должны действовать в четкой координации под руководством премьер-министра. Александр Латинскович, из общения с гражданами, оказавшимися в зоне бедствия, мы услышали об основных проблемах, которые они испытывают в этих условиях. Среди них, и это очень важно, туристы, люди, которые приехали в Абхазию с семьями на отдых, но оказались в непростой ситуации. Поручаю вам и республиканскому штабу незамедлительно задействовать все ресурсы наших ведомств, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, в тесном взаимодействии с уполномоченными органами государственной власти, Министерством по туризму, главами администрации районов и другими структурами обеспечить продуктами первой необходимости прибывших на отдых граждан. Поручаю Минздраву Абхазии срочно определите, есть ли среди оказавшихся в зоне подтопления люди, которые нуждаются в медицинском сопровождении, и окажите им необходимую помощь. В тех случаях, когда туристы изъявят желание покинуть республику, обеспечить им такую возможность. Я вчера слышал жалобы, что недостаток еды в зоне стихийного бедствия в связи с невозможностью дойти до магазина, когда есть проблемы с питьевой водой, с детским питанием. Всем этим необходимо обеспечить гостей и наших граждан. Сейчас самое важное, чтобы оказавшиеся в чрезвычайной ситуации граждане и гости оказались не одни со своими проблемами, а получили нашу поддержку. Что касается наших граждан, то республиканскому штабу необходимо реагировать на возникающие проблемы и работать над определением масштабов нанесенного ущерба. За истекшие сутки энергоснабжение в пострадавшем от стихии Гагарском районе восстановлено более чем на 95%. Об этом сообщает пресс-служба Черноморэнерго. При этом уточняется, что имеется большое количество повреждений в распределительных сетях. Потоплены или вышли из строя многие объекты энергетической инфраструктуры, повалены опоры линии электропередачи. В настоящее время восстановительные работы в Гагарском районе продолжаются.
Специалисты Абхазской железной дороги устранили последствия стихии на вокзале города Гагра. Железнодорожное движение до Гагры возобновилось. Сейчас работы ведутся на перегоне Гагра-Бзыбь. Полностью железнодорожное сообщение планируют восстановить к вечеру 12 июля. Пассажирские поезда, следующие в Абхазию, на время проведения работ останавливаются на станции Цендрипш. Оттуда пассажиров перевозят на автобусах к местам назначения. Аналогично и для пассажиров, которые едут в Российскую Федерацию. Сотрудники МЧС продолжают поиски туристки из России, пропавшей в селе Аллахадзы, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее поступившая информация о том, что женщина пропала в селе Агараки, не соответствует действительности. Оказалось, что в селе Агараки от остановки сердца умерла другая россиянка. Как говорят очевидцы, гостью республики, отдыхавшую в селе Аллахадзы, унесло течением реки Бзыбь. Поиски осложняют шторм и мутная морская вода. Группа молодых людей выступила с инициативой оказать посильную помощь жителям Гагрского района, пострадавшим от стихии. Они разместили в соцсетях информацию с призывом присоединиться к их волонтерской группе. Чтобы принять участие в акции, необходимо позвонить по телефонам 710 21 35 727 06 88. Кампания была запущена только вчера вечером, в 6 вечера, однако уже сегодня в чате насчитывается около 35 человек. Довольно быстро нам ответили сотрудники именно управления по делам молодежи и спорта города Сухум, и они сообщили о том, что помимо физической помощи они также готовы предоставить нам 2 спринтера, и это действительно облегчило нам задачу, поскольку было очень много желающих из Сухума, но все мы испытывали какие-то сложности именно с транспортом. Уже завтра 2 группы будут направлены в Лдза и Гагру, однако уже сегодня некоторые ребята выезжали в Гагру для того, чтобы помочь семьям, которые особо в этом нуждались, но погода заставила их вернуться обратно, поскольку это не только опасно, но еще и неэффективно. Помимо физической помощи, также многие готовы предоставлять финансовую помощь, однако мы не решаемся пока вообще как-то ввязываться в финансы. В принципе, наверное, будем делать это только при поддержке каких-то фондов, таких как Баракят, возможно, Шан и Киарас, для того, чтобы помочь им вести учет и наблюдать за ситуациями, которые происходят в семьях. В планах у нас помочь завтра, посвятить этому весь день, и в случае, если семьи окажется еще больше, мы будем расширяться и помогать в дальнейшем тоже. В результате ночного ливня в Гулрыбском районе Очимчире и Сухуме затопило более 20 домов, сообщили в МЧС. Спасатели откачивают воду из затопленных помещений. Эвакуировать жителей не пришлось. Несколько деревьев упали на автотрассу, ведущую из Очимчиры в Гал и Ткварчал. Их оперативно распилили и убрали. Между тем, мощный град обрушился на Лазаревский район Сочи, сообщает портал Сочи Стрим. По словам местных жителей, град был величиной с куриное яйцо. Частично повреждены кровли домов и автомобили. Серьезных разрушений инфраструктуры нет. Со стороны Туапсе временно наблюдалось формирование смерчей, которые распались, не достигнув берега, говорится в сообщении. МЧС Абхазии советует гражданам и гостям республики воздержаться от прогулок в прибрежной зоне и поездок в горы. Это связано с образованием смерчей у берегов. К примеру, несколько таких смерчей были замечены в Сухуме и в Гудауте. Воздержаться от купания в море и не пить воду из крана советует главный санитарный врач республики. Рекомендации СЭС и специалистов МЧС в нашем следующем репортаже. Непогода, установившаяся в последние несколько дней в Абхазии, привела к серьезным подтоплениям в восточной и западной частях республики, в особенности в Гагрском районе. Большое количество ливневой воды вытекло в море. В сложившейся ситуации специалисты СЭС настоятельно рекомендуют не купаться в морской воде, пока она не очистится и не будут взяты пробы. Вместе с ливнестоками в воду попали бактерии, которые находились на земле. Возможно, где-то были смыты, особенно по Гагрскому району, были смыты туалеты надворные. Может такое быть, потому что по Гагре шло очень серьезное затопление, там, где частный сектор, у них и выгребные ямы могли быть, и все прочее. Все это поступило в море. При таком
наводнении, вот как было, вполне возможно, что утонуло достаточно большое количество мелких животных. То есть все это не благоприятствует тому, чтобы микробный состав воды оставался хорошим. В воде надо дать очиститься, нам надо дать провести возможность сделать исследование морской воды и после этого уже купаться в свое удовольствие безопасно, без риска подхватить кишечную инфекцию. Что касается питьевой воды, то главный санитарный врач Алла Беляева не рекомендует пить ее из-под крана, так как есть большой риск заболеть кишечной инфекцией. Были отключения электроэнергии, вследствие чего в трубы могла попасть путем подсоса грязная вода. По Сухуму то же самое. Локальные были отключения света. Наводнение было не такое серьезное, но тем не менее могла попасть грязная вода в трубу. По Сухуму сегодня отобраны пробы воды. Результаты мы получим к пятнице. Поэтому, особенно в летний период, мы всегда рекомендуем лучше воду прокипятить. Вот кипяченая вода – это гарантия стопроцентная того, что от воды вы не заболеете, не заразитесь ничем, никакой кишечной инфекцией. Особенно, что касается маленьких детей, им воду нужно кипятить обязательно. Накануне министр туризма Теймураз Хишба порекомендовал закрыть на время все пляжи Абхазии. Это необходимая мера для безопасности жителей и гостей. О том, что нужно воздержаться от купания в море, говорят и специалисты МЧС. В момент наших съемок в районе Диаскурии над морем образовались 2 смерча. Никто из туристов в это время не находился в воде, так как сотрудники ГИМС и МЧС контролировали ситуацию. По Сухуму, по городу, мы как-то, я своих сотрудников, я сам лично тоже хожу и доводим до людей, что купаться запрещено здесь, это опасно для жизни. Во-первых, если даже это не штормовая погода, здесь не оборудован пляж, нету ни спасателей, ни ограничительных буйков, ни спасательной лодки, катера, поэтому здесь купаться нельзя. Мы до всех доводим и пытаемся их вытащить с данного пляжа. Но по остальным городам у нас просто число наших сотрудников не хватает, чтобы они по всем пляжам это доводили до людей. Поэтому бывают такие случаи. Буквально вот вчера люди заплыли на доске далеко, практически до корабля, не могли выплыть. Мы на нашем катере дошли до них, но они уже обратно практически дошли, доплыли. Мы сегодня их вызвали к себе, оштрафовали, донесли до них, что в штормовую погоду купаться нельзя. И хозяина, который им выдал данные эти САП-доски, он им сказал, говорит, я им сказал, что далеко уплывать нельзя, но и тем не менее в такую штормовую погоду нельзя и выдавать эти доски со спасательными жилетами, хоть и жилет есть, но это не поможет. Первые правила, которые рекомендуют специалисты МЧС во время наводнения – отключить в доме все электроприборы, не держать домашних животных на привязи, найти безопасное место и ожидать помощь. Самое главное, если вода зашла в дом, это отключить все электроприборы. Если есть такой щиток электричества, сразу же на общий дом они есть, то сразу же надо отключать электричество. Если в дом вода и вода поднялась, как я и сказал, во-первых, животных отпустить и самим, и детей как-то на возвышенность поднять, где нет воды, соответственно, и документы, если есть серьезные, все это собрать и подняться на возвышенность. Соответственно, вызвать МЧС. Спасатели рекомендуют оказавшимся в воде снять с себя тяжелую одежду и обувь, отыскать вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи. Если вы в машине, то избегать езды по залитой водой дороге, так как машину может снести течением. Если вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте ее и вызовите помощь. И самое главное – сохранять спокойствие и не паниковать. Алька Трапшрамукамки, Абхазское телевидение. Сотрудники МЧС нашли пропавшего 4 дня назад 60-летнего жителя села Члоу Рамаза Цвижба. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства. Поиски велись в сложных погодных условиях под проливным дождем. Пропавшего обнаружили с поврежденной ногой. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили к месту постоянного проживания. Вместе с местными пастухами Цвижба находился в высокогорной альпийской зоне, а при возвращении отстал от товарищей. Поисковая операция началась в минувшую пятницу.
Рицинский реликтовый национальный парк открыт для посещения. Технические службы ликвидировали почти все последствия стихии. Дорога на озеро Рица и в урочище Ауатхара расчищена от грязи каменных выносов, и с утра 11 июля здесь появились туристы. Наша съемочная группа выехала в реликтовый парк и ознакомилась с ситуацией. Смотрите репортаж из Инханагуа. Из-за обильных дождей в Бзыбском ущелье сошло 6 селей. К примеру, на этом участке обрушилась подпорная стена. К счастью, пострадавших нет. Дирекция парка наняла спецтехнику для устранения последствий стихии. Это кадры любительской съемки. На них отчетливо видны последствия ливневых дождей. Разбушевавшаяся не на шутку стихия наполнила грязевыми потоками дорогу. Снесло Апатску и близлежащие постройки, подмыло участок дороги, из-за селя повреждено и кафе. Бурлящим потоком воды на некоторых участках смыло асфальт. С утра 9 июля инспекторы Рицинского реликтового национального парка сообщили о том, что на территории начались ливневые дожди. Уже к 11-12 часам внезапно с 1 по 17 километр образовались массы сели до 3 метров высотой. Движение было перекрыто. Руководство парка оперативно отреагировало на стихийное бедствие. Выгнали нашу спецтехнику. Часть у нас техники осталась на Ауатхаре, часть, которая была здесь, которую мы оперативно задействовали. И плюс, пока мы начали чистить эту дорогу, попросили с Гудаутского ДРСУ, есть такой Гога Меладзе, о просьбе, он нам выделил 2 спецтехники, и в итоге 4 техниками мы сделали сразу коридор, выпустили всех туристов, перекрыли дорогу, и началась сразу расчистка этой дороги, чтобы успеть к сегодняшнему дню. Фактически от 17 и выше на территории, например, Кушба-Яшинского лесничества, на Гекском, на Каменном мешке, на Рите, на Ауатхаре прошел обычный дождь, который мы знаем. А до 17-го, понимаете, он просто как-то, это выбросы какие-то морские, наверное, были, что где-то, наверное, смерч поднял, и здесь это все произошло. Из-за сильного ливня вышли из берегов маленькие речушки, которые нанесли большой урон близстоящим постройкам. По словам главного лесничего Тенгиза Джиргени, к природному явлению туристы отнеслись со спокойствием и практически не паниковали. Переживать стали те туристы, у которых были маленькие дети, начали задавать вопросы, откроется дорога, не откроется. Естественно, мы все вместе с инспекторами и говорим, в течение часа все будет открыто. Когда увидели, что едет спецтехника, вы не представляете, с аплодисментами начали встречать. Да, мы сразу сделали коридор, проехали без паники, все было нормально. Но самое главное, что я говорю, что никто не пострадал, ни машины, ни туристы, ни наше местное население. В целях безопасности граждан и гостей республики и ликвидации последствий стихии 10 июля Рицинский реликтовый национальный парк был закрыт для посещения. Технические службы вели расчистку дороги. С 11 июля парк работает в обычном режиме. Да, на сегодняшний день завершаем это перед Голубым озером. Мы открыли по правой стороне дорогу вчера. По левой стороне собрали кучи, чтобы не мешать ни туристам. В общем, фактически они через час уже закончат. И все, работа идет в обычном режиме. Инспектора рано утром встали, сделали обход по всей территории. Естественно, сразу предупредили на контрольно-пропускном пункте, что дорога чистая, ничего не валяется, все. И, естественно, начали пропускать. Вчера звонили турфирмы. В общем, мы фактически всем сказали, что все нормально. И сегодня дорога открыта. Как видите, поток пошел. Туристы с утра на легковых автомобилях, джипах, автобусах и маршрутках подъезжают на контрольно-пропускной пункт, стремясь побыстрее попасть на территорию Рицинского реликтового национального парка. Отлично. Мы в первый раз. Нам нравится. Дети довольны. Сегодня мы на озеро Рица, завтра у нас забронирован новый Афон экскурсии. А так мы в Апсны 2 ночи пока переночевали, на 6 ночей путевки. У нас 8 человек, родственники, мы с большой-большой компанией. Мы, получается, успели до этих дождей прилететь,
Мы прилетели с субботы на воскресенье утром, добрались на границе быстро и, все нормально. Была погода бы получше, было бы хорошо. А так, красиво, конечно, все здорово. Очень прям классно. Главный лесничий Тенгиз Джиргения подчеркнул, что такого масштабного бедствия здесь не наблюдали давно. Шазина Ханагу, Алексей Бухава, Абхазское телевидение. Состоялось очередное судебное заседание по делу о тройном убийстве на набережной Махаджира в 2019 году. Суд заслушал показания одного из подсудимых, Аслана Блабба, который предварительно отказался от опроса стороной обвинения. Подробности заседания смотрите в ближайших выпусках новостей. Гражданин Абхазии Давид Саакян, обвиняемый в убийстве и объявленный в розыск, задержан на территории Московской области и экстрадирован в Абхазию. Как сообщает Генпрокуратура Абхазии, в мае 2022 года Саакян во время ссоры умышленно нанес тяжкие телесные повреждения гражданину Дудукчану, отчего тот умер в больнице. Гагарский районный суд заочно избрал в отношении Саакяна меру пресечения в виде заключения под стражу. 11 июля в сопровождении конвоя МВД Абхазии Саакян доставлен в республику. Много новых проектов и идей на будущее. Команда ВААК подвела итоги работы за 3 месяца. Завершен первый этап диспансеризации учеников сельских школ и первая часть проекта «Ирдстом». По-прежнему команда Конгресса уделяет особое внимание вопросам сохранения и развития языка, культуры и традиций. Запущена серия дискуссий по теме Апсуара. Об этом и других проектах ВААК в материале Эсмы Джигерба. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс при поддержке Минздрава провел заключительную перед летними каникулами диспансеризацию в селе Джирхва. В общей сложности в тот день удалось осмотреть более 70 учеников. На один день здание школы превратилось в амбулаторный пункт. 7 профильных врачей обследовали здоровье детей. Напомним, что диспансеризация стартовала в начале этого года. За это время 27 врачей и 20 медсестер осмотрели 718 человек. В их числе 605 школьников и 113 учителей. Таковы итоги первого этапа проекта, который финансируется из личных средств председателя Высшего совета ВААК Мусы Экзекова. Организаторам было важно охватить максимальное количество школьников для глубинного анализа здоровья сельских детей. По словам инициатора проекта Изольды Хагба, он стал одним из самых любимых для всей команды. Каждый выезд приносил большое удовлетворение и чувство сопричастности к очень важному и полезному делу. В каждую диспансеризацию выезжает 7-8 профилей врачей. 7-8 профилей врачей за один день в городе обойти практически невозможно. И это очень затратно финансово тоже. Поэтому мы пользу от этого проекта видим разностороннюю. Как поддержка многодетных или социально необеспеченных, или у кого затрудненное положение семей. И так, конечно, по здравоохранению, потому что совершенно очевидно, что будущее любой страны – это дети, а здоровые дети – это самое главное. Медицинский осмотр школьников выявил разные проблемы, среди которых и несколько серьезных патологий, о которых не знали ни дети, ни их родители. Второй этап диспансеризации школьников намечен на сентябрь. Завершился и первый этап проекта «Ирдстом». Заключительная лекция прошла на исторической поляне в селе Лахна. Для более 60 учеников школ Лахны и Дурипша лекцию провели этнолог Марина Барцец и историк Руслан Гошба. В общей сложности с начала года было проведено 10 лекций для 400 учащихся из 13 школ Гудаутского района. По-прежнему команда Конгресса уделяет особое внимание вопросам сохранения и развития родного языка, культуры и традиции. Координационный совет женщин при ВААК запустил серию дискуссий по теме Апсуара. О важности преподавания Апсуара как предмета говорили на встрече с преподавателями и руководителями образовательных учреждений города Ачимчира и сел района. На первом этапе планируется проведение дискуссионных встреч в 3 районах Абхазии – Ачимчирском, Гудаутском, Тхварчальском. Проект направлен на внедрение основ морально-этического кодекса Апсуара среди молодого поколения. В июне команда Конгресса приняла партнерское участие в организации и проведении первого чемпионата по футболу среди школьников Ачимчирского района. ВААК взял на себя часть транспортных расходов. Кроме того, Конгресс обеспечивает информационную поддержку игр. Также ВААК организовал 3 праздничных мероприятия для детей в новом районе столицы по
улице Адыгейская и в селе Чгярда. Продолжилась работа по проведению историко-этнографических лекций для учеников. Было 2 выезда в села Баслах и Утхара. Проект Аймадара также получил продолжение. Для детей из Кутола, Гала, Нового Афона и Ацци были организованы познавательно-развлекательные мероприятия. Мы открыли еще одно местное отделение в селе Хапста Гудаутского района. Важно здесь отметить, что по всему Гудаутскому району теперь есть у нас представительство Абхазо-Абазинского конгресса. И, конечно, были текущие моменты, текущая работа по заявкам, по инициативам. Например, в село Адзубжа мы приобрели спортивный инвентарь для детских спортивных секций. Это футбольные мячи, волейбольные, баскетбольные. И также, конечно, была закуплена еще сетка волейбольная. Работа с местными отделениями также будет дальше интенсивно продолжаться. И все заявки, все инициативы, которые поступают нам с местных отделений, по возможности будут реализовываться. Викторину Абаза, посвященную истории и культуре Абхазии, подготовили и провели сотрудники отдела ВАК по развитию молодежи и физической культуры совместно с членами интеллектуально-творческого клуба «Дюна». Участникам задавали вопросы об истории Абхазии, традиционных танцах и песнях, национальной кухне, народных ремесел и архитектуре. Команде, занявшей 1-е место, вручили башлыки ручной работы. Цель данного проекта – популяризировать знания об абхазо-абазинской национальной культуре. Новый проект «Атурых Танхапипша» запрезентовали в пресс-центре ВАК. Проект будет состоять из 30 коротких документальных фильмов на абхазском языке об истории Абхазии от эпохи палеолита до 1965 года. Планируется выпуск 2 фильмов в месяц. Всего будет снято 30 документальных фильмов. В планах организаторов добавить к видеороликам русские субтитры. В прежнем режиме работает информационный отдел Конгресса. Ежедневно официальный сайт публикует материалы о деятельности организации. В скором времени планируется и презентация телеграм-канала. Эсма Джикерба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Передачу о деятельности ВАК за последние 3 месяца смотрите в нашей сегодняшней программе. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 12 июля на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 14-19, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.